Перед нами стоит гордость нашей республики по легкой атлетике, пятикратная чемпионка России, победительница московского марафона, победительница марафона Европа-Азия в Екатеринбурге, участница чемпионата мира 2019 года в Дохе, Катар, Сардана Трофимова. Сардана, вот недавно ты приехала со сборов, и последний старт, вот полумарафон, про это начнем пока. Как проходил забег? Ну, как бы мы не планировали бежать в этом сезоне какой-либо старт. Этот старт был как типа проверка тренировочного состояния, типа, для поддержания тренировочной формы. Поэтому, ну, типа, мы как бы знали, на что готовы. И типа, ну, как узнали, на таком состоянии, каким результатом я могу бежать полумарафон. Выбрали этот старт, московский марафон, потому что там есть хорошие соперники, ну, девочки, с которыми можно поработать по трассе, ну, и показать результат возможный, ну, наибольший возможный. К сожалению, 2 олимпиады ты пропустила. Первая олимпиада была из-за того, что всех российских исключили, а во второй 10 участниц только участников включили. И, к сожалению, для нашей республики ты не попала. А сейчас вот 2024 год, Париж, Олимпийские игры будут проходить. И вот поговорит ну, про эту ситуацию гражданцам Киргизии, про это. Ну, сейчас мы работаем над этим. Пока конкретно ничего нет, ничего не могу говорить. Так мы работаем на эту сторону. Потому что, ну, сейчас финишное положение в России, у нас другого выхода нету. А сейчас вот в связи с санкциями тебя вот одевает, обувает компания Adidas. С этим как обстоят дела сейчас? Adidas приостановила работу в России, пока с контрактами тоже приостановлены. Если Adidas дальше не будет работать в России, я, наверное, буду искать другие контракты. Другие. А есть предложения такие? Пока предложений нету, так как вообще типа ситуация России напряженная. Ну, я думаю, скоро будет. Ну, как разрешится все, как наладится, тихнет, думаю, будет. Вот для простого обывателя это, наверное, интересно, как на вас вот выходят такие фирмы? Они сами находят или сами спортсмены ищут? Нет, находят. У каждой фирмы есть менеджеры, которые ищут спортсменов, они выходят. Я в Adidas с 2019 года, до этого была в Nike. Adidas вышли ко мне после московского марафона, и в это время на меня вышли Мизуна и конкуренция была большая. И Asics, не Puma, Asics и Мизуна выходили. Ну, я люблю Adidas, я выбрала Adidas. Сама модель вот именно марафонок Adidas тебе больше подходит, да? Ну и вообще, типа, вся экипировка Adidas мне более подходит. Ну и в России как бы Adidas тоже распространенный. Мизуна, Asics немножко бывает сложновато с моделями, заказывать надо, поэтому ну вообще и компания Adidas сама по себе импонирует. А со стороны спортсменок или спортсменов, те, которые вот контракты подписывают, от них что требуется? Мы же все ведем социальные сети, и обязательно во время тренировки, во время соревнований должны быть в этой и, экипировке. Бывают типа новые модели кроссовок, которые мы отправляем, и говорят, типа, надо вот рекламу делать. Ну, в основном, типа, распространение рекламы в соцсетях. Вот. Ну, то, что тебе нравится, пишешь. Ну, это как бы не обязательно, это не обязует, типа, тебе надо вот эту рекламу делать. А говорят, ну, что тебе нравится, пиши. В Инстаграме, ВКонтакте иногда выкладываю. Ну, мне сама продукция достаточно нравится. И качественные вещи делаю. Ты стала вот медийной личностью в Москве, в других местах. Вот в Киргизии тебя многие узнают, подходят, фотографируют. Как ты вот себя ощущаешь в этом плане? Ну, нормально, потому что у меня тоже есть кумиры, я тоже к ним доставляю удовольствие, и почему бы и нет, нормально отношусь.
Я вот видел в Инстаграме, ты фотографировалась ну, на фоне своей фотографии, которую ты вот бежала в марафон в Сочи. И, по-моему, я так понял, что эта фотография тебе не очень понравилась, но это, тем более, она стала брендом компании Adidas. Да, ну, на этом старте очень сложный старт был, и я заболела до старта, и у меня волосы растрепанные, короче, не моя любимая фотка, но это спорт, такое и есть. Но Еще она мне потом понравилась. Это чистая эмоция. Я вот читал еще у тебя интервью, тем выше соревнования, уровень соревнований, тем больше как бы макияж. Ну нет, я всегда люблю раскрашиваться. Я не умею снимать, он вот так вот шел, дополнительная мотивация, что ли. Я чувствую увереннее с макияжем. Я могу в обычный день куда-нибудь выйти, не накраситься, а вот на тренировках, когда делаю работы, я работаю, типа, я обязательно уделяю время перед зеркалом. Это дает мне уверенности. А то, что вот между соревнованиями, вот ты в году два основных таких старта делаешь, между соревнованиями очень долгий вот такой период времени, она не угнетает? Не становится тяжело, когда вот стартов много? Да, это не по моей воле, мы пропускаем один сезон, это касается это гражданства, вот из-за этого мы не бежали чемпионат России. Еще вот мне интересно, вот перед чемпионатами России пресс-конференции проводятся, как все это происходит? Вас приглашают вот на этой пресс-конференции? Да, заранее говорят, в такое время надо быть, типа будет пресс-конференция, и мы тогда приходим, задают вопросы, отвечаем. Когда сначала это было не очень, а потом привыкаешь отвечать. Ты много уже интервью в разных каналах, и по Ютубу, и но по разным... не всегда получается, иногда бывает тоже не собираешься с мыслями или где-то торопишься, тоже не бывает. Не всегда получается собраться с мыслями. Допустим, вот в Москве ты идешь где-нибудь в метро там или где-нибудь, тебя люди узнают, подходят там, автограф, может быть, редко, фотографировать? Но бывает очень редко. Где-то типа на стадионе могут, в таких местах, где иногда Еще вот интересно для меня, вы когда вот находитесь или в Кисловодске, или в Киргизии, у тебя там соперницы тоже готовятся, тренируются. Я вот видел много фотографий, много видео, когда вы, многие вот элитные спортсмены вместе там тренируетесь. Да, марафон — это очень сложный вид спорта, и все понимают, что любая победа, любая победа приходит через очень большой труд. Поэтому мы друг друга очень уважаем, ценим работы, и вот на тренировках даже друг другу помогаем. Мы очень дружные марафонцы, именно кто длинные бегает. Вообще спортсмены, они очень такие дружелюбные, спокойные, друг друга поддерживаем всегда. Потому что мы знаем, что мы общее дело делаем. Каждый работает очень много. Перед тяжелой тренировкой как ты настраиваешься? Так же, как перед стартом, или как ты так... Бывает, перед тяжелыми тренировками настраиваюсь сильнее, чем на соревнованиях. Тоже зависит от работы. У нас как бы 3 таких серьезных тренировок в неделю, и получается за день до старта, у меня 7 дней в неделю, у меня 1 день настрой до завтрашней работы, следующий день я восстанавливаю. Это вот так происходит. И да, настраиваешься, пытаешься сохранить энергию, если у тебя завтра работа. Пытаешься ничего лишнего не делать, там, спокойнее сохранить энергию на завтрашний день. А потом можно уже, типа, если дома надо убраться после работы, если есть силы. Про Масю. Мася это мой Этапы готовности. Ей 6 лет. Вот, я ее нашла в Верхнеевлюйске. И вот, мы путешествуем 2 года, но до этого она у меня в Якутске остановилась. Так-то она любит путешествовать, но в последнее время, вот когда вот сюда летели, в Якутск 6 часов лететь, правила аэропорта говорят, что нельзя вытаскивать кошку из сумки перед летом. И она очень тяжело переживает 6 часов. Граждан старт к забегу 4 по 100 у девушек.
Вторая дорожка Диша номер 1, третья дорожка Это город очень Нерюнгри. тяжело. И четвертая дорожка Чорапча. Это получается еще за 2 часа же надо Да, было передача приехать. состоялась, Еще на второй дорогу столько этап. же уходит. Чуть-чуть Ну, если в Москве, замешкались, и лидером там, даже программы так добираться, это 10 часов Нерюнгри. сидеть, это очень сложно. А, А так на соревнованиях в машине вот, кататься она очень любит и очень быстро адаптируется Уже третий этап к бежит. любому месту. Возможно, многие не знают, что у тебя есть сестра-близняшка Прасаргулана. Ага. Она же, вот, по-моему, первым начала заниматься бегом, по-моему. Потом ты пришла, кажется, да? Нет, нет. Посмотрим. Сначала ты? Вместе начали. Вместе, да. Нас мама тренировала, вместе начали заниматься. Ага. Потом она... Итак, обгоняет 241 стартовый номер Диша номер 1. А вот между близнецами иногда говорят, что друг друга в отдаленном расстоянии находятся, когда они как-то вот друг друга как-то Ну притягивают. да, бывает, друг друга чувствуем. А. Кто-то болеет, и ты чувствуешь, что что-то не так. Ну, мы очень дружные, мы сильно друг друга поддерживаем. И она тоже старается делать все, чтобы у меня было время на тренировки, чтобы я успела восстановиться. Ну, вся семья у меня очень такая понимающая, и они все делают, чтобы я хорошо тренировалась, отдыхала, восстанавливалась и выступала на соревнованиях. Про мамаситу еще. Мамасита, мама, она занимается тоже спортом, ну как спорт, она физкультурист, больше сказать. Ага. Любит спорт, ходит с скандинавской ходьбой, у нее группа большая, очень любит бассейн, ходит, бегает. Вообще, типа, она очень активная. Я очень маме благодарна, что она привила к спорту, любовь к спорту. Третья палочка. И до сих пор она это тренирует, бегает. Для себя, чисто для себя. Бывают какие-нибудь переживания после проделанной тренировки, тяжелой тренировки, если тренировка не очень удалась? Да, я могу заплакать даже, если у меня тренировка не получается. Я очень сильно переживаю, ну, я очень эмоциональная, могу вот переживать. У меня тренер это знает, сразу заходит правильные слова, и как-то мы это обдумываем, почему это случилось, чего не хватает, и как-то приходим к решению и легко быстро отпускаем. Уже начинаем с минусами работать. Почему-то же не получается тренировка, либо я не восстановилась, либо я устала, либо еще что-то, всякое может. И вот с тренером вместе решаем проблему. Быстро находим решение и дальше работаем. Такое бывает, человек не робот. Бывают дни, когда просто звезды не совпали, когда не получается работать. Просто бывает такое. И самый тяжелый старт в твоей жизни, сначала из этого начнем. Самый тяжелый это был последний чемпионат России в 2021 году. Да? Это был очень сложный старт. Несмотря на то, что ты выиграла. Да, я вообще, можно сказать, эту медаль я вообще на зубах выиграла. Я хорошо, что там присутствовал сам. Да. Третий старт был за 7 месяцев. Я очень уставшая была. Еще заболела перед стартом. Соперницы, вот, никогда такого не было, что все бежали всю дистанцию рядом со мной. Тоже это напряженно. И да, это была, можно сказать, тактическая, очень сложная. Мне было очень сложно. Прям очень-очень. Так никогда не уставала. За 4 километра даже мне немножко хотелось. У меня от того, что я сильно устала, мне захотелось заплакать. Во время бега. Еще горло заболело перед стартом, по-моему. Ну, был сложный старт, поэтому он для меня очень ценный. Самое ценное золото, наверное, из всего, что у меня есть. Из 5 титулов чемпионка России. Ну, все. Это была борьба не только физическая, но и характерная борьба. Теперь самый радостный тогда старт. Самый такой эмоциональный старт у меня были Манчары в 2017 году. Там 400 метров круг, 100 метров трибуна была, и все кричали И я бегала только 300 метров, а 100 метров я летала. Я очень хорошо слышу, когда кричат, болеют. Меня это очень сильно мотивирует, поднимает, и я вообще
Вторая дорожка. Километр я не бегала, Номер я 1 летала. Василий Валентин, И после этого, даже после соревнований, я Третья поехала дорожка на сборы в Дмитрий, Иванов Киргизию, Сергей, и у меня Банан, этот зуб, Артем, как Казаков мышцы у меня Александр, болели, Сафронов, у меня остался четвертая ужас, дорожка, и Конечков, всю тренировку я это Саша, слышала. Бурцев И Аял, очень, Дегусов Феликс, очень Фомин, мотивационно Саша, было, и меня Терпинсилус очень сильно поднимало, и хотя я была пятая одна. дорожка. И вот Конголасский это Лос, Крюков, Поддубный, очень Родионов, долго Емельянов. помогало мне. Пятерку ты тогда бежала 15:48 и 3000 с рекордом республики 9:07 с чем-то 48, по-моему, было. Ага. Ну что ж, желаем дальнейших успехов, чтобы у тебя все получилось и чтобы травмы ничего такого не беспокоило. И очень ждем, чтобы на Олимпийских играх в этот раз, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо. Ага, спасибо тебе. Мгм.